В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7:35 и 12:10 в Крыму и на материковой части Украины. Ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. Уже третий год продолжается досудебное расследование депортации крымских татар как уголовного преступления. Кто и как ведет это следствие? Достаточно ли собрано свидетельств и документов? Каковы судебные перспективы признания депортации геноцидом? И что изменится для Украины и крымских татар, если такое решение будет принято? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег. Крым в центре внимания. Хто допоможе кримським татарам? Для того, щоб відновити історичну справедливість, і не лише перед кримськими татарами, а перед нами, українцями, ми ініціювали цей закон. Думаю, що це велике досягнення. Восстановление справедливости. Так о необходимости признания депортации крымских татар в 1944 году геноцидом высказывался председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. В 2015 году он стал инициатором соответствующего проекта постановления парламента. На пресс-конференции Княжицкий заявлял, российские власти Крыма продолжают вести в отношении крымских татар преступную політику. Також в цьому законі, очевидно, ми згадуємо про етноцид, який проводить сучасна Росія на окупованих українських землях по відношенню до кримського татарського народу. 12 ноября 2015-го Верховная Рада приняла закон о признании депортации крымских татар геноцидом. І я ставлю на голосування проект постанови про визнання геноциду кримсько-татарського народу номер 2493 за основу і в цілому. Прошу підтримати, прошу голосувати, будь ласка. «245 за». Рішення прийняте. Вітаємо. Из 245 проголосовавших за проект постановления был только один представитель оппозиционного блока – Юрий Мирошниченко. Тогда в комментарии журналистам Черноморской телерадиокомпании глава фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко рассказал, почему не поддержал этот закон. Ми підтримуємо кримсько-татарський народ, але ми не підтримуємо піарські акції, які проходять на цьому тлі з боку деяких народних депутатів. А вот депутат от фракции «Оппозиционный блок» Михаил Попиев со своим мнением насчет того, считать ли депортацию крымско-татарского народа геноцидом, так и не определился. Он заявил журналистам, вначале нужно разобраться с точкой зрения международного сообщества. Ну, дивіться, перш за все, є хоча б одна країна в світі, яка визнала це геноцидом. Це так само, як Голодомор. От ми визнаємо Голодомор, так, і є у нас закон. Але при цьому, коли звернулися до інших країн світу, щоб Голодомор визнали геноцидом, ви знаєте цю історію, відмовили в цьому. Так само і тут. Нам треба юридично грамотно підійти. Тобто ми визнаємо, що було гноблення кримського татарського народу. Чи підпадає це під світову норму геноциду, отут нам треба радитися с европейскими юристами, световыми юристами. 11 мая 2016 года украинский парламент обратился к ООН, Европейскому парламенту, ПАСЕ, а также парламентской ассамблее ОБСЕ с призывом присоединиться к Украине и признать депортацию крымских татар геноцидом. Крым в центре внимания. Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Николай Иванец, заместитель прокурора Автономной Республики Крым. Николай Григорьевич, здравствуйте. Доброе утро. В общем-то, у меня к вам будет два вопроса, которые можно объединить в один ответ. На какой стадии сейчас находится расследование дела о депортации крымских татар как геноцида и когда можно ожидать передачи его в суд?
Или пока конкретного ответа нет? Я могу сказать о том, что мы в прошлом году завершили проведение демографической экспертизы. Вот, и в 2017 году была назначена историко-правовая экспертиза по поводу геноцида крымских татар. Нами направлены в 3 государства, это Россию, Узбекистан и Казахстан, международное поручение. Следствием установлено, что примерно 65% крымских татар было направлено в Узбекистан, 6 областей. По сегодня мы не получили ответы с этих республик, и они, международные поручения, остались невыполнены. Мы понимаем, если следствием фактически установлено, вот я послушал перед этим заставки, которые были, что в действительности геноцид имел место, что фактически все население крымско-татарского народа, ну не только там еще и греки, и немцы, и болгары, они были депортированы с Крымского полуострова, тогда и большое очень количество людей, они умерли, это и во время транспортировки, депортации, которая проходила там от 5 до 21 дня. А также вот в этих государствах, которых я выше назвал, то фактически люди были поселены в такие не приспособленные к проживанию, к естественному проживанию людей условия. И вот за период первых 4 лет очень большой процент, больше 50% крымско-татарского народа и других народностей были, эти условия проживания не привели к смерти. Вот. Сегодня мы ждем заключения историко-правовой экспертизы, и мы ждем международно-правовые ответы на международно-правовые эти поручения. Принимаются меры к тому, чтобы эти государства нам ответили, но, к сожалению, пока мы их получить не можем. Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Николай Иванец, заместитель прокурора Автономной Республики Крым. А с нами на связи Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Гаяна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, прокуратура Автономной Республики Крым направила запросы в Узбекистан, в Россию с просьбой помочь в расследовании. Ответа ожидаемо не получено. И пока следствие идет, но тем не менее не может не возникнуть закономерный вопрос, почему только после 2014 года украинские власти озаботились признанием депортации крымских татар геноцидом. Почему это не было сделано ни в 91 году, ни в 2004? Есть у вас какие-нибудь соображения на этот счет? Ну, потому что это все большая ошибка Украины по отношению к крымским татарам. Это все часть вот этой вот непродуманной политики по отношению к коренному народу Крыма. Просто сейчас на данном этапе меня удивляет позиция прокуратуры в плане того, что дело, насколько я знаю, не доводится до суда. Вот смотрите, вот депортация как таковая в политической плоскости признана геноцидом. Весь народ был сослан, весь народ был подвергнут насилию, изгнанию, и, по-моему, это еще раз и еще раз доказывать не надо. Теперь вполне закономерно встал вопрос о том, чтобы данное преступление вывести в юридическую плоскость. То есть одно дело политическое признание, другое дело юридическое. И для этого проводится работа прокуратуры. Вот пусть она поздно проводится, но она проводится. Собираются свидетельства очевидцев. Это достаточно сложная работа, потому что прошло уже 74 года, этих людей не так много осталось в живых. Собираются документы. Но сейчас на данном этапе, насколько я знаю, встает вопрос о том, чтобы не доводить дело до суда, а говорить о том, чтобы дать некое прокурорское заключение по данному факту. Абсолютно не устраивает подобная позиция, потому что я считаю, что суд как таковой должен быть. Да, этих доказательств мало, да, не все дожили до этих дней, но
Тот факт, что был сослан весь народ, и тот факт, что сейчас уже имеющиеся доказательства свидетелей на руках, этого, на мой взгляд, достаточно. Поэтому я считаю, что дело должно быть доведено до суда, и должна быть судебная оценка геноцида крымско-татарского народа. Чтобы в будущем, понимаете, политическое решение, в будущем кто-то скажет, я признаю, я не признаю. А когда есть юридическое заключение, когда есть решение суда, это уже более весомое доказательство и более неоспоримый постулат. У нас есть звонок от слушателя. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Доброго ранку. Знаєте, раз цар признал російський, що геноцид проти кримсько-татарського народу, раз вони преемники Радянського Союзу, пускай виплатять контрибуцію тим живим, які осталися, повністю, сполна, за моральний ущерб, за изгнание, и тем даже предкам, которые там остались, пускай выплатят контрибуцию, как те все остальные, как Германия выплатила и все остальное. А як вони хотели? Спасибо вам за ваш вопрос. Гаяна, вот если судебное решение о признании депортации геноцидом будет признано, будете ли вы требовать у Российской Федерации, как правопреемницы Советского Союза, компенсацию за понесенный ущерб? Ну, мы требовали и говорили о необходимости компенсации и до всех печальных событий в Крыму. Совершенно верно, ответственность за преступления по отношению к крымско-татарскому народу лежит на России как правопреемнице СССР, страны, которая осуществила данный преступный акт. Вот. И мы об этом говорили всегда. Здесь очень важно признание также и Украиной вот этого позорного действия, и не только в политическом плане, но и в юридическом. Мне говорят, что у нас есть еще один звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Алло. Говорите, пожалуйста. Значит, во-первых, коллеги, я хочу в который раз вам заметить. Самое крымское радио в мире – это не в Киеве, не в Херсоне, не в Вашингтоне, а в Симферополе, Севастополе. Это первое. Что касается крымских татар. Значит, 23 года Украина не знала, не признавала, не замечала татар и их проблему. И когда Путин решил на третий день, на второй, судьбу этого народа, и немцев, и болгар, и так далее, вот, и армян, вы задним числом, значит, кинулись проявлять отеческую заботу. Вы безнадежно, господа, опоздали. Спасибо вам за ваше мнение. Гаяна, действительно ли украинская власть опоздала с решением проблем крымско-татарского народа, или можно еще что-нибудь исправить? Украинская власть никуда не опоздала. Вот эта риторика, которую мы сейчас прослушали, это типичная риторика российских оккупантов. Я вам хочу сказать, что такого количества нарушений в отношении коренного народа Крыма, как мы сейчас видим на территории оккупированного полуострова, при Украине мы не видели. Вот то огромное количество уголовных дел, фактов преследования, давления, запугивания, уничтожения, выдавливания с исконной территории, этого не было. И государство-оккупант, формально объявив репрессированный народ реабилитированным, фактически делает все для того, чтобы его уничтожать на своей территории. Поэтому вот то, что они нам сейчас говорят, пусть они не думают, что мы не разбираемся в ситуации. То, что они сделали язык государственным, это еще не значит, что на территории Крыма язык функционирует полноценно. Он просто на бумажке у вас государственный, а фактически его нигде нету. Поэтому никуда Украина не опоздала. Работа должна проводиться. И сейчас ее нужно доводить до логического конца. Да, были ошибки, да, были недочеты, но, извините меня, вот так, как сейчас в Крыму, крымские татары не жили никогда, как при государстве-оккупанте. Что ж, спасибо вам большое за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Гаяна Юксели, член Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. Я напомню нашим слушателям, что сегодня, 18 мая, 74-я годовщина со дня депортации крымско-татарского народа с Крымского полуострова, который в 2014 году был официально признан в качестве Дня борьбы крымских татар за свои права, а с 2016 года отмечается в качестве Дня памяти жертв депортации, жертв геноцида крымско-татарского народа. С нами на связи Николай Княжицкий, народный депутат Украины. Николай, здравствуйте. Добрый день. Слушатели из Крыма некоторым образом упрекают украинское государство в том, что оно в предыдущие 23 года не уделяло должного внимания вопросу о депортации крымских татар и признании геноцида. Вот только там с 2015 года началось это движение. Что вы можете сказать в ответ? Почему Украина так долго не обращала на это внимание? Или обращала, просто мы не знаем? Я думаю, що Україна від часу проголошення незалежності була демократичною державою, тому кримські татари могли вільно повертатися на свою батьківщину. Разом з тим, це була олігархічна держава зі слабими державними інститутами, з відсутністю стратегічної державної політики, через що справді уваги кримсько-татарському питанню не приділялося. І ми пам'ятаємо, з однієї сторони, ті численні конфлікти, які відбувалися з кримськими татарами в Криму, коли вони намагалися отримати землю для будівництва своїх будинків. Ми пам'ятаємо фактично абсолютно корупційні схеми по розподілу кримської землі, тому що українська еліта, на жаль, в той час більше думала, як збагатитися завдяки ресурсам Криму, аніж про те, як вирішити соціальні проблеми і кримських татар, і українців, і представників інших народів, які живуть в Криму. Мне говорят, что у нас есть слушатель. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Алло, добрый день. Вы знаете, сейчас крымские татары у нас находятся и в правительстве, находятся и религиозные деятели высокие, и все они не выступают и не возмущаются. Почему? Спрашивается, почему? Если уж так плохо, то бы не возмущались. Или они все предатели? Спасибо вам за ваш вопрос. Я не думаю, что Николай Княжицкий может ответить за весь крымско-татарский народ, но когда у нас на связи будет кто-нибудь из членов Меджлиса или из тех руководителей крымских татар, кто был вынужден эмигрировать из Крыма, мы обязательно этот вопрос ему поставим. Николай, какие перспективы у признания депортации геноцидом? Вот суд решит, что это да, вот был геноцид. Что-нибудь после этого в государственной политике изменится? Справа в тому, що український парламент, від якого і залежить державна політика, визнав переселення кримських татар геноцидом. Тому справа суду – це справа для переслідування тих людей, які справді чинили цей геноцид, які винні в цьому. Так, частина з них вже пішла з життя, значна частина, але все ж таки тут історична і правова справедливість мають бути відновлені. Частину історичної справедливості відновив парламент, а суд має відновити справедливість фактично юридичну. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Николай Княжицкий, народный депутат Украины и председатель комитета по делам духовности. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. И вновь мы в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи Сергей Рябенко, юрист Украинского института национальной памяти. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте.
процесс признания Голодомора геноцидом украинского народа достиг своего логического завершения в 2010 году, когда апелляционный суд киевский все-таки решил, что да, это был геноцид. Сейчас мы находимся на предпоследнем этапе следствия досудебного по вопросу о депортации крымских татар. И вот, конечно, нельзя не поинтересоваться параллелями между этими двумя именно судебными процессами. Вот после того, как в 2010 году Голодомор был официально признан геноцидом, что-нибудь изменилось в украинской правовой базе? Стало ли легче заниматься вопросами мемориализации Голодомора? Стало ли легче требовать признания его геноцидом от иностранных государств? Или все осталось тут на бумаге? Вот постановление суда есть, но ничего не улучшилось. Ну, на самом деле, тут следует говорить о целом комплексе вещей, которые повлияли и на мемориализацию, и на то, что Украина сейчас более активно требует от других стран мирового сообщества признания Голодомора геноцидом. Речь идет в первую очередь о законе о признании Голодомора геноцидом 2006 года. Речь идет, как вы правильно сказали, о постановлении апелляционного суда 2010 года, который установил определенные юридические факты и, более того, четко назвал верхушку Советского Союза непосредственно ответственную за организацию этого преступления. И третье, о чем следует говорить, это о том, что начиная с 2004 года, а в некоторых случаях даже и раньше, на государственном уровне все-таки проводилась определенная разъяснительная работа, связанная с тем, что гражданам Украины показывались определенные факты, связанные с Голодомором. И в связи с этим этот комплекс в общем-то, весь этот комплекс действий и привел к тому, что сейчас в украинском обществе есть определенный консенсус уже относительно того, что Голодомор является геноцидом, и большая часть населения Украины с этим согласна. И так как был произведен вот этот внутренний комплекс последовательных действий, теперь уже Украина, признав на своем уровне Голодомор геноцидом, имеет такое же право требовать этого от других стран мирового сообщества. Сейчас, конечно, тот факт, что Голодомор признан геноцидом и что есть определенные факты, установленные судом, это, конечно, положительно влияет на все дальнейшие действия в середине Украины, как со стороны украинской власти, так и со стороны институтов гражданского общества, деятельность которых связана как с исследованием Голодомора, так и с распространением определенной информации об этом преступлении среди населения. Поэтому есть уже определенные факты, которые не просто там кем-то сказаны, а установлены судом и от которых уже так просто не отмахнуться. Поэтому это, конечно, положительно влияет на возможность дальнейшей и мемориализации, и распространения определенной информации о Голодоморе. И, по вашему мнению, буквально там на 1 минуту ответ, можно ли ожидать в самое ближайшее время такого же судебного решения и по геноциду крымских татар? Или судебная система изменилась, и теперь это будет не так просто? Ну, мне сложно сказать, возможно ли такое решение именно в ближайшее время, поскольку я не являюсь ни стороной, ни участником данного процесса. Но, насколько мне известно, этот процесс как раз и идет приблизительно по тому же сценарию, по которому шел процесс и расследование, связанное с Голодомором. Но определенные те моменты, которые имели место в процессе по Голодомору и которые сейчас также имеют место в процессе по признанию геноцида, депортации крымских татар, они могут быть уже рассмотрены судом под несколько другим углом. Поясню, в чем идет речь. Процесс по Голодомору в основном касался установления юридического факта,
вины определенных политических деятелей Советского Союза, высшего руководства в организации преступления Голодомора. Сейчас, насколько я знаю, и органы прокуратуры, которые расследуют преступления, связанные с депортацией крымских татар, они берут несколько более широкий аспект. И мы этот аспект обязательно рассмотрим в следующий раз. Большое спасибо Сергею Рябенко, юристу Украинского института национальной памяти. Это радио Крым Реалии. Ни в коем случае не переключайтесь. Вернемся в эфир.